И вновь о событиях в нашей стране. Зрелая, ответственная и деятельная молодежь – опора будущего страны. Такое мнение в интервью газете «Туркестан» выразил глава государства. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул энергию, оптимизм и высокий уровень гражданской идентичности молодого поколения, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности. Вместе с тем президент обозначил риски, сделав акцент на труде, дисциплине и умении отличать желаемое от действительного. А вот доступно ли качественное образование казахстанской молодежи обсудим с доктором технических наук, профессором, председателем правления, ректором Карагандинского индустриального университета. Бахыт Жаутиков подключается к нам по Зуму. Бахыт Ахатович, здравствуйте. Добрый день. Насколько сейчас доступно высшее образование? Расскажите, как меняется стоимость обучения и количество грантов за последние годы? Я полностью разделяю позицию главы государства о ключевой роли молодежи в будущем страны. Сегодня в Казахстане созданы реальные и многогранные возможности для того, чтобы молодые люди получали качественное образование, раскрывали свой потенциал и строили успешную карьеру, не покидая страны. Прежде всего, это доступ к современному и качественному конкурентоспособному образованию. Государство последовательно инвестирует в развитие высшего послевузского образования, увеличена стоимость грантов за последние годы, расширяется эта система, внедряются международные образовательные стандарты, развивается академическая мобильность, на которую также выделяются средства, и многие наши студенты выезжают регулярно за рубеж. Расширяется дуальное обучение. Важную роль играют такие стратегические инициативы, как программа «Телешек», направлена на формирование образовательного капитала и формирование обеспечения равного старта для молодежи. Продолжает действовать международная стипендиальная программа «Балашак», которая на протяжении лет готовит специалистов с глобальным мышлением и высоким уровнем профессиональной компетентности. В нашей стране за последние годы активно развиваются филиалы ведущих зарубежных университетов, которые позволяют молодежи получать качественное образование мирового уровня, не покидая страны. Эти филиалы становятся центрами трансферта передовых знаний, современных методик обучения и научных подходов, а также площадками для современных исследований и инноваций. Таким образом, казахстанская молодежь имеет возможность обучаться по международным программам, осваивать передовые технологии и строить успешную карьеру внутри страны. Хотелось бы сказать, что сегодня Казахстан сформировался как региональный образовательный хаб. У нас выстроена система международного академического сотрудничества, действует более 40 стратегических партнерств и различные инновации. Возросшая открытость и качество системы высшего образования сделали Казахстан привлекательным не только для нашей молодежи, но и для иностранных студентов. Сегодня в наших вузах обучаются студенты из самых разных стран. Индия, Туркменистан, Россия, Китай, Пакистан и многие страны. Даже у нас в Тмиртау обучаются несколько сотен иностранных студентов. Всего в Казахстане уже более 35 тысяч иностранных студентов, и число их продолжает расти. Это является прямым подтверждением конкурентоспособности казахстанского образования, доверия со стороны международного академического сообщества и признания нашей страны как устойчивой образовательной платформы. Но для нашей молодежи важно не только получить качественное образование, но и трудоустроиться. А вот для этого у нас очень хорошие программы по открытию, по практикам, по трудоустройству. Допустим, программа «Молодежная практика», «Первое рабочее место», стажировки в квазигосударственном секторе, таких как Кашамрук, Казна, нацкомпании. Из последних новостей это то, что для выпускников с высоким средним баллом диплома предоставляется преимущественное трудоустройство на государственную службу без конкурсного отбора. Допустим, наших 6 выпускников недавно буквально были приняты на работу по такой программе. Кроме того, реализуются государственные жилищные программы молодым специалистам и молодым ученым. Бахыт Ахатович, мы об этих программах часто рассказываем у нас. Мой вопрос был по поводу стоимости обучения. Насколько она доступна и как она меняется за последние годы? Стоимость обучения в нашей стране за последние годы практически не росла. Стоимость грантов росла, но стоимость платного обучения зависит от регионов. Допустим, в Алмате, в Астане, там, где возможности для оплаты более высокие, стоимость превышает 1 миллион, 2-3 миллиона. В регионах, как правило, она составляет от 500 тысяч и до 1,5 миллионов. И варьируется от образовательной программы и от региона. Очень большую поддержку оказывают предприятия, которые также дают свои гранты, и студенты обучаются бесплатно. Есть гранты местных исполнительных органов и прочее. Кроме того, в наших вузах имеется поддержка социальная, то есть и стипендия на обучение для молодежи и другие программы. Спасибо большое. Напомню, к нам по Zoom подключался доктор технических наук, профессор, председатель правления, ректор Карагандинского индустриального университета Бахыт Жаутиков. Еще раз спасибо.
Ну а к этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго.